коротко немножко расскажу. Вот посмотрите, Буран. Ой, это собака с Моркоки. Это сколько Моркока? 500 километров? 250, да, по-моему? Вот, 250 километров вот от нас. Тоже глубокая тайга. Там просто буровые работы идут. Ну, охотники, рыболовы. В общем, он не населенный пункт. Там одна столовая вдалеке стоит. В общем, жил он с хозяином. Жил с хозяином. Потом каким-то образом, это уже 3 года назад, заскочил в лодку рыбацкую. Решили, что эту собаку завезли и выбросили. Привезли к нам в приют. Нашелся хозяин. Приехал, забрал. Через 3 месяца, 31 декабря, дежурная приходит. Этот Буран сидит у входа в приют. Так ему так понравилось у нас. А снова хозяин приехал за ним. Снова. И мы почти год его не видели. Все было хорошо. А вот, получается, год назад снова у калитки сидит Буран. Мы уже не стали объяснять, что, почему. Мы его забрали себе. Ну, собака очень хорошая, послушная, все команды знает. Но он очень хочет в семью. Он вас и охранять будет, и защищать будет. На других собак он не кидается, детей очень любит. В общем, он социализированный. Иногда ему очень хочется гулять на улице, прям вообще вот за пределами, ну, получается, нашей территории, приюта. И иногда бывает, он выскакивает. Мы не выпускаем, ну там щель найдет или как-то с кем-то, то из ошейника выскочит. И куда вы думаете он бежит? Он бежит к девочкам-энергетикам. Вот он там ляжет и лежит, охраняет их. В общем, ему очень хочет. Провожает их, счетчики проверять. В общем, ходит, сопровождает. И мы уже знаем, где его искать, где его забирать. Поэтому он очень любит людей. Вы не пожалеете, если вы приобретете себе такого друга. Ну, где-то 4 года, он молодой пес, они же живут, господи. Особенно в шикарных условиях, и до 15, и до 16. Вот просто вам такого красивого парня предлагаем, молодого человека. Как появился у нас Топаз? Топаз, он появился у нас с маленьким щенком. Мы гуляли с Пашкой, с Айхалом и Чипсей. Поднялись мы по китайской лестнице. Видим то, что за мужчиной идет маленький щенок. Виляет хвостиком, ничего, ушки не прижаты. Ушки стоячие были уже. Ну и виляет хвостиком. Мы спрашиваем ради интереса, ваш ли это щенок? Мужчина говорит, нет, я вообще его не знаю. Я позвонила Татьяне Александровне и спросила, можно ли забрать щенка? Он тут бегает, вроде ничейный, хозяин не объявился. Она мне разрешила, я взяла его на руки, а он уже был не такой уж маленький, ну, где-то вот такой. Было. Ему, да. Ну, сейчас еще 6 месяцев, ну, 6 Я его взяла на руки, Пашку я отдала Ленаре, и мы пошли в приют. Он кувыркался у меня, неудобно, но никуда не убегал. Лежал себе как принцесса, отдыхал. Мы его привели в приют, мы, получается, его завели в вольер. Он, конечно, ничего не понял, но хвостиком тоже вилял. Вот. Я не пожалела то, что этого щенка взяла, потому что он сейчас вымахал, как настоящий пацан. И все же он красивый, помесь с хаски. Все. Хочу еще отметить то, что вы должны приходить в приют, вы должны помогать, потому что мы все люди, собаки не могут за собой убирать, они собаки, но все же отличные друзья для человека. Я хочу, чтобы Топаз забрали, он красивый, он умный, он игривый, он не боится людей, он тянется к ним, он даже любит детей. Во.